Сидратиль Мунтаха. Туда ни один человек не дошел. Ни один человек туда не мог наступить, когда в Исра аль-Ми'радж пошел к Аллаху Субхану Тааля. Вернулся он таким же, дает свой овцу, сам чистит свой обувь, субханаллах, сам сидит, играет иногда с Хасан и Хусейн. Сам пророк Мухаммад, который 7 небесах прошел, все равно остался Мухаммадом, субханаллах. Аллах, иногда смотрю так, и хочется себе сказать, лучше начинать, да, заново, Хазрат, продолжать спокойно. Смотрите, братья мои, если я беру вот эту бутылку воды, да, допустим, здесь апельсин. Если я беру апельсин и нажимаю чуть-чуть, оттуда что выходит? Сок апельсина. Еще раз нажимаю, что выходит? Сок апельсина. Еще нажимаю, что выходит? Сок апельсина. Ну все, через мясорубку пропускаю, что выходит? Сок. Субханаллах. Не выходит антифриз, согласен со мной? Не выходит тормозная жидкость. Не выходит кофе. Выходит сок апельсина. Субханаллах. Почему, когда нажимаешь на нас, выходит вообще другой человек? Получается, у нас мы не искренне, у нас внутренний человек другой. Понимаете, да? У меня брат, я занят, оставь меня. На самом деле, на днях я так орал на одну сестру, реально до сих пор мне стыдно. Ну, я занят, там у меня пациент с аутизмом разостирозовал все мои инструменты. Ну, понимаете, да? И чуть-чуть она не так поступила. Я говорю, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, дошел до крайнего предела, до лотос, крайнего предела, все. И он вернулся такой, Мухаммад, саллаллаху алейхи. Получается, братья мои, субханаллах, законы физики не влияют на пророка, саллаллаху алейхи. Как бы ты ни нажал на пророка, саллаллаху алейхи, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, остается Мухаммад, саллаллаху алейхи, субханаллах. И он таким образом, ход 7 небес он прошел, все равно он вернулся таким же, так не сидел перед другими. Это неуважение к тому человеку, который ты сидишь напротив. Между прочим, на арабском языке, чтобы ты так сидел таким образом, ты имеешь право так сидеть среди своих жен, детей, учеников, если помоложе. А если ты скажешь, может, ты болеешь, по сунне, если ты вытянул свои ноги, тогда укроет их. Допустим, на самом деле, у меня мои деды, когда в возрасте, они когда сидели так, когда приходили к нам люди, мы знали, этот человек уважаемый, мы укрыли ноги деда, что якобы ноги не направляются в сторону кого-то. Ребята, билляхи, таллахи, валлахи, скажите мне, разве есть элита, чем этот элита, чем наша религия? Есть больше воспитания, чем наша религия. Смотрите на любой идеологию. Валлахи, я жил на Западе, я был в Австралии, был в Европе, был везде, видел, как все эти люди, как живут. Нету столько элита, как у нас в религии. Представляете, даже иудеи Аль-Мадина и не мусульмане Аль-Мадина, что говорили про Мухаммаду, Мухаммад ничего не оставил и не учил своих сподвижников. Братья мои, мы единственная идеология, но это религия, нельзя назвать ее идеологией. Просто я сейчас разговариваю якобы с немусульманами. Единственные мы люди, которые учат нас, какой рукой моешь закрытые органы, какой рукой ты здороваешься, какой рукой, если ты зеваешь, ты закроешь свой рот. Каким образом? Нет, ни одна религия, ни одна этика не учит это. Какой ногой ты зайдешь домой? Какой ногой ты выйдешь из дома? Какой ногой ты зайдешь в туалет? Какой ногой ты выйдешь из туалета? Даже, представляете, братья мои, даже уровень голоса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, записали. Асальбек, я тебе дам задачу сейчас. Смотри. Или всем дам задачу. Слушай. Если сейчас говорю, смотри. Да. И сейчас кто-то хочет записать уровень громкости моего голоса. Как ты запишешь? Чтобы ты передал 1400 лет на будущее, чтобы мы сегодня поняли уровень голоса пророка. Кто может записать это ручкой и бумагой? Кто может? Представляете, даже сподвижники этот уровень голоса передали нам. Вот, понимаете, да? Вот сейчас ты можешь повторить, Асабек, какой громкость у меня была, когда я сказал, ты можешь, даже сам сейчас перепутал, кстати. У меня первый тон был сильнее, чем этот тон. Сподвижники что сказали? Мухаммад, саллаллаху алейхи, зашел таким образом, когда здоровался, он всегда здоровался 3 раза, чтобы всем понятно было. И Мухаммад, саллаллаху алейхи, здоровался таким образом, смотрите, красота, ребята. Он здоровался таким образом, не будил спящего и дал бодрому слушать его, чтобы было слышно. Поняли, да?
уровень его голоса. Значит, если кто-то спал, он не будил его. Значит, ассаламу алейкум. Нет, не так. Он никого... Если кто-то спит, значит, он не встал из-за голоса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А если кто-то не спит в этой комнате, значит, он услышал бы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Субханаллах, братья мои, даже было в некоторых временах написано, в каком возрасте в бороде пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько седых волос было. Братья мои, каждый хадис, что у нас есть, достоверно, на самом деле это достоверно. Просто, валлахи, у меня, я не хочу говорить, я учился долго как врач, у меня несколько дипломов, не хочу о них говорить, но, валлахи, до сих пор я не встречался с наукой, как наука ильмуль хадис. Хадисоведство, или как правильно это рассказать? Хадисоведение, да? Еще нету, нет так, никогда, не было еще, не была наука такая. Настолько она строгая, настолько она сортированная, настолько ильмур риджаль, даже наука о мужчин, которые передали хадис. Понимаете, да? Даже написано о настроении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть такие хадисы. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он это говорил, когда он был злой, или когда он был рад, с криком, или наоборот, тихо. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, все это написано. Поэтому, братья мои, гордитесь этой сунной. Если кто-то иногда услышите или увидите у кого-то, на сегодняшний день, сегодня стало их очень много, якобы не принимают хадис, принимают только Коран. Эти люди просто, они очень далеко ушли от истины. Потому что хадисоведство реально, ребята, это реально наука, которая до сегодняшнего дня нету даже на ее уровне, нету науки на ее уровне, настолько она аккуратная, настолько она конкретная. Ты только не трогай камеры, пожалуйста. Это чей сын? Чей он? Твой? Оставь его около себя, пожалуйста. Не твой? Ладно, отрекайся. Будь с папой, пожалуйста. Сейчас он уроняет, много людей нас ждут. А то однажды я неправильно включил кнопку, мне где-то 1000 людей ругали. Где лекция, где как? Мы возвращаемся, значит, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, братствовал между этими врагами. Как даже однажды, субханаллах, один из Аус сидит, вот так кормит Хазраджит. И Хазраджит вот так сидит, кормит Аусита. Сидел один иудей, он заревновал. Ну они вчера, вот были врагами. И он позвал одного ребенка. И он рассказал ему стихи, которые те стихи рассказали их, когда сражались между собой. Сами знаете, когда идет война, у каждой войны свои песни. Согласны со мной? Да. И там тоже так же у ауситов и у хазраджитов были стихи, которые, и они их повторили против друг друга. Субхана, этот ребенок, иудей, дал деньги этому ребенку, говорит, иди повтори эти стихи заново, чтобы они заново между собой сражались, ругались. И, субханаллах, этот ребенок пошел туда и просто эти стихи рассказал и ушел. Вот идей с того момента до сих пор их дела сплетничают. Разделяй и властвуй. Субханаллах. И ребенок подошел, только рассказал эти стихи, Ауса сказал, тогда мы были правы. Хазраджит сказал, ну, мы были сильнее. И, субханаллах, встали, чуть опять не дрались между собой. Пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, опять их ругал и сказал, «Дауха фа иннаха натина». Оставьте этот вопрос, оставьте эти проблемы, это вонющее. Честно говоря, я не знаю, есть хуже слово, чем вонющее? По-русски есть? Вот именно эта проблема, допустим, ты узбек, я таджик, да ты казах вообще, да ты, я не знаю, чеченец. Этот вопрос пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вонющий, это братья. Вот как Аллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, братствовал между ними, и на самом деле пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что придет день, опять люди могут из-за этих моментов спорить между собой, и сказал, оставьте этот вопрос, оставьте эту проблему, она вонючая, сами вонющая вещь. Тут, когда человек сидит, гордится своими корнями. Ну, извините за выражение, я не виноват, или, извините, не имею права гордиться, что я араб перед вами. Я здесь не участвовал, здесь участвовали мои предки, здесь я при чем? И ты тоже не виноват, извини за выражение, если у тебя такие глаза или такая кожа. Здесь ты ни при чем, я не могу тебе хвалить за это. Я не могу тебе ругать за это. Я могу тебе хвалить за твои нравы, брат мой. Я могу хвалить тебе за твои деяния. А за твоих корней никто. Это здесь тебе не спасибо, тебе неплохо за это. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, оставьте этот вопрос. Итак, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в тот же день дал великолепные, братья мои, великолепные условия. Знаете, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обрабатывал все мосты между всеми нациями? Между прочим, арабы,
Субханаллах, Аллах, иногда удивительно. Неужели этот народ, который только воевал между собой, убивал своих дочерей, еще гордились над другими людьми? Вообще они других не принимали. Представляете, Биляля отказывают. Биляль идет, хочет жениться, отказывается от тебе не дадим. Ты Биляль, это эфиопец, извините за выражение, это наш господин, раб, бывший раб и черный, не дали Билялю. Представляете, жениться. И еще другая история. И, субханаллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва как обработал все мосты между нациями, что сказал? «Ман такаллама аль-арабия, фахуа араби». Тот, кто говорит на арабском языке, он араб. Тот, кто говорит на арабском языке, все уже, брат мой, он араб. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва потом сказал: «Ла фадла ли арабин аля а'джамин илля биттаква». Нет преимущества у араба над неарабом только богобоязненностью. Если ты более богобоязненный, тогда ты ближе к Аллаху субхану тааля. Абу Джахль кто? Араб. Абу Лахаб кто? Араб. Умайя ибн Халаф, который мучил Билаля, кто? Араб. Поэтому нет преимущества у араба над другими, только посредством богобоязненности. И здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, установил еще намного лучше другие условия. Он сказал, права мусульманина над другим мусульманином честь. Представляете, я, наверное, некоторых из вас первый раз вижу. Некоторые из вас первый раз видят меня. Представляете, тут же, как я вижу мусульманина, уже права, есть у тебя надо мной права, у меня есть права на тебя. Все, халас. Раз ты мусульманин, ла иляха илля Аллах, муахид, Мухаммаду Расулуллах говоришь, у нас есть права друг над другом. Да, ты мне должен, брат. Я тебе должен, брат. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-муслиму, ахуль муслиму, ахабба амкарих». Ты мой брат, я твой брат. Хочешь ты, не хочешь ты, нравится ли тебе это, не нравится ли тебе это, нравится ли мне это, не нравится ли мне. Ты мой брат, я твой брат. Халас. И даже, субханаллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал братство путем религии, намного братства путем крови. Объясню, дам далил. Помните, Аллах субхану ва тааля, помните, когда Нух, алейхиссалям, хотел заступиться за своим сыном? Помните? Он когда говорил своему сыну: «Я бунайя ркам ма'ана», сынок, будь с нами, сынок, садись с нами в нашем корабле. Субханаллах, Аллахи, здесь я представляю, я как отец умоляю своего сына и знаю, что спасение у меня в моем корабле. Сын говорит: нет, как больно было нашему пророку Нуху. Как больно, страшно ему. Умоляет своего сына. Потом Нух стал обращаться к Аллаху: «Я Аллах, спасай моего сына. Сделай так, чтобы мой сын пришел сюда». И он говорит: «Я Рабби, инна бни мин ахли». Это мой сын. Знаете, что Аллах субхану тааля говорит Нуху? Это не твой сын. Он не из двоих. Нет, он не сказал не двоих. Он ему не сказал, это не твой сын. Он сказал, он не из двоих родственников. И он сказал: «О, Нух, это дела несправедливое, или это дела неправедное». Представляете, раз он не мусульманин, не принял таухид как свой отец, это не из твоих родственников. А с другой стороны, самый дальний сподвижник, кто скажет, как его зовут? Самый дальний сподвижник, который приехал из самых дальних краев к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху Акбар, Сальман аль-Фариси. Из Асфахана приехал, 20 лет искал пророка. 20 лет бросал все. Все бросал. Он был сын богатого правителя. Он стал рабом. История, на самом деле, недавно я сделал выпуск, чуть ли не час, о его истории. Как долго искал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили: «О, Сальман, ты из Ансари или Мухаджир?» Потому что он переселился к пророку. Он Мухаджир. Согласен со мной? Но он переселился до пророка в Аль-Мадина. Значит, он Ансари. И спросили: «О, Сальман, ты из кого?» Сами знаете, да, сподвижников три категории. Первая категория — это кто? Мухаджири, да, которые переселились. Вторая категория — это кто? Ансари, которые приняли мухаджиров, дали поддержку. Третья — это просто сподвижники, которые приняли ислам после Фатах Макка, обычные сподвижники. Здесь Сальман имел право взять любой титул. Он переселился и дал поддержку. И спросили: «О, Сальман, ты из Ансар или Мухаджир?» Знаете, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? «Сальману минна аль байт». Сальман из дома пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из людей дома пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще намного выше. Получается, Сальман, самый дальний сподвижник, это из дома пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а сын Нуха — это не из его родственников.
Поняли теперь? Сын Нуха говорит, это не из двоих родственников. А Сальман, это еще родственник пророка, саллаллаху алейхи получается. Аллах. Хоть он фарси, он не араб даже. Аллах. Дай Аллах нам это понимать. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы эти границы между нами ушли. Но над этим работают наши враги, чтобы мы враждовались. Работает между Алжирией и Марокко, между Марокко и западный, как его, это Туарик, как там Мавритания. Там эта пустыня, как называется? Ну, поняли, да? Ну, играют наши враги, чтобы именно враждовались эти люди между собой. И иногда все время мы сидим, то ли говорит, я из таких наций, он из такой нации, а из такой нации. Понимаете, да? Ислам это не любит. Ислам, наоборот, объединил между людьми. И так пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, права мусульманина над другим мусульманином 6. Первые права. Первое место, где я тебе должен брать. Я тебе должен. Да как? И если ты салям даешь, я обязан его отвечать. Если ты скажешь ассаляму алейкум, я обязан сказать алейкум ассалям. Кем я не был бы? Президентом я был бы, сапожником я был бы, охранником, простите, бомжом. Если я хоть бомжевал, ты кем ты не был бы? Президентом, королем и так далее. Я прошел мимо тебя и сказал ассаляму алейкум, ты обязан отвечать. Несмотря на мою цвет кожи, несмотря на мои формы глаза, несмотря на мою высота, положение, ты обязан отвечать. Но, конечно, здесь уже есть исключение. Допустим, если мы джамаат, да? Зашел сейчас кто-то к нам, и он сказал ассаляму алейкум. Если один отвечает ему, все, он уже взял на себя ответственность, отвечал за всех. Поняли, да? Значит, если один ответил, все, он уже фарз сделал. Договорились? Дальше пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, второй обязательство. Если приглашает его, уже время? Сколько еще у меня есть? Хорошо. Если, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если он приглашает его, он обязан отвечать на его приглашение. Допустим, дай Аллах субхану та'аля, раздается у меня ребенок, дай Аллах субхану та'аля, я женусь. Ну, жена не слушает эту лекцию, кстати, моя. Ну, я приглашаю, она другие лекции слушает. Но, альхамдулилля, она не подписана, наверное. Ладно, ну, ты женишься, иншаллах, ты меня приглашаешь, я обязан прийти, только если у меня есть определенный узур, да, извинения. На самом деле, сегодня реально тяжело. Иногда смотришь, реально, валлахи, очень приятно. Некоторые ребята из Абхазии приглашают, некоторые из Казахстана, из Узбекистана, из Киргизии. Видно, искренний брат, приезжай, пожалуйста, мы тебя ждем. Понимаете, да? Но если есть возможность, нельзя отказаться. Не должно быть высокомерие. Ты что, я же водитель КамАЗа, а ты всего лишь водитель, извините за выражение, ну, какая маленькая машина, да, Матиз, я лучше, чем ты. Нет такого. Пригласил, есть возможность, ты обязан отвечать приглашение брата. Кем или как бы ни была бы твоя профессия или твое положение. И третий, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если спрашивают его о совет, он должен советовать. Это очень важно, братья мои. Если спрашивают о совет, иногда реально бывает людям, хоть маленький совет, реально ты можешь спасать его. Можно спасать человека. Если спрашивают о совете, ты должен отвечать ему этот совет. Но ответ каким образом? Смотрите, братья мои, очень опасный момент. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в другом хадисе, если брат спрашивает о совете другому брату, спрашивает другого брата, спрашивает совет у другого брата, и брат показывает на другой вещь, хоть он знает, добро здесь больше, это является предательством. Допустим, мне спрашивают, где купить воду? А у моего друга здесь вода, а там у другого там вода, ну здесь мой друг, ну там дешевле, там лучше. Если я ему показал по-другому, это является предательством. Совет должен быть наилучшим образом. Субханаллах, это среди мусульман. Третий уже сказал, да? Четвертый. Раз, два, три. Раз, два, три. Четвертый час. Если он чихал, один мусульманин, если чихал и сказал «Алхамдулилля», то другой что должен сказать? «Ирхамук Аллах». Субханаллах, Аллах, здесь у меня есть история об этом. Я помню, этот хадис, его рассказал где-то, если не ошибаюсь, Аллаху алям, где-то 15 лет назад, в Нурулла мечеть. И я сказал в этом хадисе, почему я это помню, потому что через 5-6 лет мне один напоминал. И, субханаллах, ученый, между прочим, писал этот хадис, тафсир этом хадисе, он писал где-то 500 лет назад. И он сказал, даже если мусульманин в Индии чихнул,
и услышал его другой мусульманин в Китае. Ну кто может сказать, что я в Индии чихну? Представляете, какой у него горизонт мозга у этого писателя. Если я в Казани здесь чихнул, и мой брат в Китае услышал это чихание, и услышал «Алхамдулилля», ты должен сказать «Ярхамук Аллах». Субханаллах, смешно было. И валлахи, братья мои, когда я шел к этому уроку, мой брат звонит мне из Австралии. Звонит мне. И я с моим братом разговариваю, и рядом с ним кто-то сидит, я его даже не знаю. И чихнул. И тот сказал «Алхамдулилля». Я в Казани, мой брат в Австралии. Я сказал, скажи тому, кто сказал рядом с тобой, кто чихнул, «Алхамдулилля», скажи ему «Ярхамукумуллах», передай ему «Ярхамукумуллах» из Казани. Я уже слышу их смех. И говорю, я Аллах, субханаллах, мечта этого ученого уже сегодня осуществлялась. И субханаллах, через 5 лет после этого урока, я помню, хожу около театра Камала. И я вижу одного человека, субханаллах, он маленького роста, когда говорит, заикает, трясется, когда говорит. И он, когда видел меня, бегом обнимал меня, здоровался со мной, очень доволен. Я говорю, машаллах, ты меня знаешь? Я говорю, я тебя не знаю, субханаллах. Говорит, да, я тебя еще как знаю. Как? Он говорит, когда-то мне было очень холодно, а ты этот хадис рассказал в Нурулла мечеть. Мне было просто холодно, я зашел в мечеть, потому что мне было холодно, чтобы я искал теплые помещения, он вообще не из Казани тогда говорил, теплые помещения, чтобы мне было тепло, и нашел наконец вот такой зал хороший, и зашел. Оказывается, это мечеть. Говорит, субханаллах, и сидишь, и говоришь, сколько мы должны друг другу. Он говорит, я Аллах, у меня почти 1 миллиард людей мне должны. А люди мне на самом деле игнорируют, издеваются надо мной, я же зайкой. Он вообще никакой не личность. А что я сижу здесь мучаюсь? Давай я войду в эту религию и стану, субханаллах, эти люди мне должны. Представляете? И субханаллах принял ислам. И он мне сам пришел, говорит, я таким образом принял ислам. Аллах, не ему было рассказано, этот хадис не ему, у нас было 5-6 людей, урок был в Нурулла мечеть. И он принял ислам, просто сидел, ему холодно, и услышал. Аллах, Аллах. Братья мои, не игнорируйте это право. Чихнул, не смотри на твой статус. Он сказал, алхамдулилля, отвечай. Он сказал, саляму алейкум, отвечай. На днях, валлахи, я увидел ролик у одного из Великобритании, англичанина, как принял ислам. Он принял ислам, потому что один темнокожий, который моет обуви, наверное, видели этот ролик? Ну, иншаллах, скоро будет. Он говорит, я жил 14 лет в Великобритании, ни разу мусульманин мне не говорит саляму алейкум. Я прошел мимо этого чернокожего, сказал саляму алейкум. Нет, прошел мимо него, тот от радости думал, клиент пришел. Он ему сказал, ассаляму алейкум. Тут он был удивлен. Мне говорит, мир тебя. И представляете, из-за того, что ребенок обращался к старшему саляму алейкум, тот принял ислам. Братья мои, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, «Мин хусни исламин мар ан юсаллима аля ман я'риф, валя ман ла я'риф». Является хорошим мусульманином или является хорошим критерием мусульманина, если ты здороваешься с кем ты знаешь, и с теми, кого ты не знаешь. Это очень важно. Представляете, так наше общество превращается в таким. Ты ходишь, салям алейкум, салям алейкум, салям алейкум, ва алейкум салям, ва алейкум салям, ва алейкум салям. Представляете, это так было общество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не придумываю. Абдуллах ибн Умар говорит, я иногда ходил, ва алейкум салям, отвечайте, брата. Абдуллах ибн Умар говорит, я иногда даже ходил просто на рынок, валлахи, мне ничего не надо было купить, ничего не надо было продать. Просто на рынке много людей. Я ходил на рынке просто только, чтобы здороваться с людьми. Дай Аллах субхану тааля, чтобы мы распространили салям, как просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, афшу салям, распространяйте салям. Кормите людей и читайте намаз, пока люди спят, зайдете в раю без никаких проблем, без никакого счета. Я Раббаль Аламин. О Аллах, сделай, чтобы мы зашли в раю без хисаба. Хисаб очень тяжелый. Валлахи, хисаб очень тяжелый. Иногда просто придется докладывать или расчет делать перед женой. Это очень тяжело. Или перед начальником, или перед, сами знаете, перед главным. Ну, сейчас шучу, но, валлахи, хисаб очень тяжелый. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, с теми, кто ведут хисаб, он уже мучается. Дай Аллах субхану тааля, чтобы мы были из тех людей, которые войдут в рай без хисаба, я Раббаль Аламин. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 5 говорит, если он заболеет, ты обязан его посещать. Прийти и спросить, как у тебя дела, как болезнь, как могу помочь. Ребята, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ман ада маридан», тот, кто посещал больного или
ну, больного, здесь можем сказать, тот, кто посещал больного, его ангели окружают его, пока он не возвращается. Или в другом хадисе, он в фирияд аль-джанна, он в садах рая, пока не возвращается от больного. В этом есть очень большое поклонение, братья мои. На сегодняшний день, субханаллах, придумывали этот 2-3 эпидемии, якобы нет, не ходи. Но на самом деле, если есть эпидемия, то посещение является хотя бы смс-ка. Чем могу помочь? Даже если иногда ты берешь пакет картошки, оставишь около дома, ушел, не обязательно видев брата, если есть вирус, да? Но если это не вирусное, если это не тяжелая болезнь, валлахи, это облегчает иногда больному. Это великолепное поклонение, не игнорируйте ее. Последний пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, последний, говорил, если он умрет, ты обязан идти за ним. Обязан, если это твой брат. Вот это критерий братства, да? Если умрет, ты обязан участвовать в его джаназа. Дай Аллах субхану тааля, когда мы умрем, чтобы Аллах субхану тааля не спасал хороших братов. Как заступники, я раббл амин. Брат мой, когда ты идешь на джаназа своего брата, это получается как заступничество. Ты не просто пошел, чтобы цаваб ради себя. Это заступничество. В другом хадисе, конечно, не помню достоверность этого хадиса. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если за кем-то читают 40 людей, ну, хадис не помню достоверности его, ладно, но это является уже заступничество ему от ада. И однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, при него прошла джаназа. И некоторые люди сказали, он был хорошим. Он сказал, это свидетельство. Ты пришел на моем джаназа, это как будто ты пришел заступиться за мной. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды хотел читать джаназа, и до того, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, читал эту джаназа, он сказал, он должен кому-нибудь. Этот сподвижник должен кому-нибудь. Один сподвижник сказал, да, я Расулаллах, он мне должен 2 или 3 динара. Аллах. Как это так? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, долг, братья мои, не шутите с долгом. Не шутите с долгом. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сами читайте на него. Я не буду читать, сами читайте. И, субханаллах, представляете здесь, что удивительно. Был такой сподвижник, его звали Усама ибн Зайд. Усама ибн Зайд даже не знал этого человека. Не знал его долг. Смотрите, как заступился. Он сказал, я Расулаллах, читай, я плачу его долг. В другом риваяте, это не Усама ибн Зайд, Аллах, я забил, это, наверное, Аль-Михдад ибн Асвад или нет. В другом риваяте, на второй день пришел Аль-Михдад ибн Асвад или другой сподвижник к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, ты платил долг своего брата. Он говорит, я Расулаллах, только похоронили. На второй день, уже через день, пришел опять этот сподвижник, он сказал, ты платил долг своего брата. Он говорит, нет, я Расулаллах, еще деньги надо найти и так далее. И как платил долг своего брата, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, только остыла кожа твоего брата. Только. Хоть он взял на себе, хоть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел на заступничество. Братья мои, не шутите с долгом. Если это тебе не крайне нужно, крайне нужно, не бери долг. Не шутите с долгом. Сегодня ты можешь взять у меня долг. Я хороший, добрый, красивый, богатый. Мне это не нужно. Ладно, 1000 рублей, что не играет никакой роли. 10 000 рублей, да, скажем, как некоторые говорят, 20 000 мне не делает погода. Но в судный день я зацепляюсь за каждую мелочь. О, Аллах, он мне должен. Я не уйду, пока ты не дашь. Каждый из нас так, даже между нами и сыновьями. Каждый из нас так. Не шутите ради Аллаха с долгом. Не шутите с этим. Это не шутка, братья мои. Долг не шутка. Но с другой стороны, братья мои, есть тому, кто дает долг, потерпи, брат. Валлахи, дать долг иногда, я, валлахи, боюсь это сказать. Ну, валлахи, я сильно копал, даже это чуть ли не лучше, чем садака. Если ты даешь долг, он обещал тебе завтра даст. Тот завтра не дал, за каждый день, как будто ты платил это садака. Садака, терпи. Терпи, брат мой. Ну, брат, если ты взял долг, у тебя есть возможность, верни его. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, у кого есть долг, и не возвращает его, и у него есть возможность. Это как куфр. Чуть ли не сравнится с куфром. Не шутите с долгом, не говорят, брат, у меня нет денег пока. Он катается на последнюю машину. Брат мой, с тебя не просят в судный день, ты на какую машину катался. На Акушку, на Запорожец, на Копейку или на Порше. Просят тебе в судный день, долг ты платил или нет. С долгом не шутите. Точно так же,
с тебя не просят, у тебя сын учился в какой школе, самый последний, первый увидишь, он платит за садик своего ребенка в месяц чуть ли не 50, а свои долги всего лишь 10 тысяч, 15 тысяч не отдает. И говорит, у меня нет это платить. Твой сын не должен ходить в таком садике, это не обязан. Если есть такая возможность, бисмилля. Но ты в первую очередь должен платить долг. В первую очередь не должен платить одежде хорошей своим детям, нет. Долг. В первую очередь не должен платить за школу. Вот Аллах, спроси у меня, лучше школа платить или за долг? Долг. Первым образом ты не должен платить, я не знаю, за какую поездку, умра даже, даже, хадж. Долг. Долг, братья мои, даже шахид, если умрет, все грехи стираются с него. Все грехи, кроме долга. Все грехи. Не шутите ради Аллаха с долгом. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху стоял иногда у могилы, перед тем, как хранить кого-то. Он говорит, он должен кого-нибудь. И, дорогие братья и сестры, есть такая сунна. Есть такая сунна. Дети того человека, который умер, если на самом деле вы любите своих отцов, на самом деле вы любите своих братьев, на самом деле ты пришел на заступничество к своему брату, когда ты будешь похоронить его, стой у его кладбища, стой у его, не кладбища, джаназа, когда заступники приходят. Он должен кому-нибудь. Вот, дай Аллах субхану та'аля, чтобы у меня были такие заступники, когда умру. Дай Аллах, чтобы наилучшие людей на этом свете похоронили меня и вас. И заступились. Он должен кого-нибудь. И ты должен, брат, заступись за брата. Субханаллах. Это не шутка, братья мои. Это не шутка. Говорит ему, только что остыла кожа твоего брата. Только что. Дай Аллах, субхану та'аля, нам подальше от этого греха. Дай Аллах, субхану та'аля, если мы должны, чтобы мы платили свой долг. Поэтому, братья мои, один из пунктов заката, представляете, есть бедный, есть мискин, есть муджахид, есть на пути Аллаха субхану та'аля. Есть один момент должникам, если кто-то должен, мы имеем право отдать ему закат. Точно так же, если кто-то сейчас платит закат, братья мои, имеете право дать тому человеку, который на самом деле взял долг реально. И не просто он игроман, извините за выражение, или наркоман, или алкоголик. Он реально брат мусульманин попал. Это тоже является один пункт, или один путь, или один ворота из ворот закат, куда можно вложить эти деньги, спасать брата от долга. Сколько времени еще у нас? Халас? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Будьте братьями, будьте близкими, наслаждайтесь этим братством, как наслаждались сподвижники пророка. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.